Сегодня в Казани прошел пресс-показ нового спектакля Камаловского театра «Мой белый колфак». Поставил его Фарид Бекчентаев по пьесе драматурга Ильдара Юзеева. «Мой белый колфак» – это размышления о судьбах татар по разные стороны океана, сдобренные эстетикой некогда популярных телемостов. Об актуальности свободы слова и демократии через призму телемостов и не только об этом в материале Дмитрия Пивоварова. Теледиалога между татарами, живущими в Сан-Франциско и в Советском Союзе, на самом деле не было. Однако он все-таки состоялся благодаря искусству театра и актерскому существованию на сцене. Здесь артисты не в своей тарелке, разумеется, творческой. Знаменитые телемосты, проведенные Филом Донахью и Владимиром Познером в конце 80-х годов 20-го столетия, стали провозвестником гласности и свободы слова. Кстати, на одном из телемостов прозвучала знаменитая легендарная фраза, что в Советском Союзе секса нет. Меня больше интересовало, как там женщины одеты. Ну нет секса, нас же так учили. Сейчас, слава богу, одеты хорошо, и секс есть. Да. Но занавес закрывается, да? Вот, кстати, да. Пьеса, написанная в конце 80-х годов прошлого века, выражает некую позицию, когда открывались информационные шлюзы, архивы и рождалась демократия. Болевые точки, касающиеся истории сегодняшнего, куда это все придет, куда мы движемся, сможем ли мы сохранить свою идентичность, сможем ли мы сохранить свой язык, сможем ли мы как-то разобраться в этой истории, причем и не только истории народа, а вообще истории страны. Многие новшества эпохи перестройки кажутся морально устаревшими, однако путешествие во времени в стилистику телевидения с ее технологией не отодвигает на второй план человеческие судьбы. Даже в предлагаемых весьма условных обстоятельствах актерам есть что сказать. Фарид Бекчентаев у актеров нас просит искренне быть здесь. Если какой-то фальшь пойдет, сразу зритель уже и так форма такой избран такой, никакой зритель не поверит на нашу работу. И тогда, и сейчас ждут перемен. Об этом думали и герои вымышленной истории, и люди наших дней, ставящие большой вопросительный знак в параде катаклизмов и фарсовых ситуаций в любой сфере. Так что, как говорят в театре, пьеса Юзеева как раз ко двору. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».